Я уже иду по просеке. Короче, свищу. Ну, маню рябчиков. Вообще не откликаются. Тут сырой участок. Не очень приятный. Скоро закончится. Там снова будет легче идти. И уже, если найду валежник, там посижу. Немножко отдохну. Сырой участок прошел. Здесь вот, я как и говорил, терпимо идти. Но мох такой мягкий. Местами такой ягель прудкий. Нормально. Птиц нету. Здесь свистеть бесполезно. Здесь сосновый лес кругом. Там свистел. Бесполезно. Может, рябчика у реки. Не знаю, посмотрим. Везде проверим. И по таким местам буду проходить. И вдоль реки. Посмотрим, что есть. На глухаре особо надежды нету. Хотя бы, если рябчика удастся добыть, это уже будет для меня праздник. Но я получал удовольствие, конечно. Сейчас пока свежими силами ходить. Ну вот тут болотистые такие вот места, но я еще раз говорю, нормально. Вот здесь уже нормально тайга начинается. Раньше здесь куропаток много встречал. Ну как много? Вот ты идешь, и он взлетает. Или косачи взлетают. Зимой тоже следы у кополух видел. А выводков что-то нету. И с собакой тут ходил. И без собаки сейчас иду. Ветер немножко слышно гудит. Сейчас надо где-то посидеть, отдохнуть, подостыть. Когда надо, даже и валежника нету. Шел, блин, думаю, когда же уже будет этот старый валежник какой-то. В ельнике их много, а здесь вот такое вот место. Сосны, да, и такое вот болотистые места, что сосны не такие крупные. И они не сваливаются от ветра. Ну что, ребят, пока ничего не обнадеживающего нету. Ни одного излета нету, и тишина какая-то вот. Вообще уже начинается зимняя тишина. Сейчас нормально напьюсь, и уже следующая остановка будет в избушке. Потому что даже не буду я сейчас вынимать хлеб, грудинка, все вкусное с собой тащу, но есть не хочется. Дойду до избы, там уже нормально покушаем. Так, ну что, ничего пока не меняется, как и говорил. Надеялся, что глубокой осенью больше будет птица, наоборот. Ранней осенью, видать, здесь птица была. И к зиме, видать, переход делает. Но посмотрим. Это уже в конце уже этого похода я все буду озвучивать, что и как. А сейчас просто вот такой первоначальный прогноз, ну, не знаю. Пока нету их. В каких местах косачи, тетерки встречаются. Вот такие дела. Но сейчас уже начнется ельник, и буду свистеть идти. Где-то, может, рябчиков поднимем. Рогатину не сделал, в избушке есть. Если понадобится, это быстро сделать, конечно. Комментарии, конечно, капец идут. Говорит, зачем, говорите, если ружье в руках не можешь держать, выкини из руки или что-то там, использую что-то там треногу. Треногу у меня никогда не было, и пока я не думаю об этом. Двунога есть. 2 палки с собой таскаю. И руки пока
ружье держит. Так что могу и без рогатины стрелять, и на плече 20 километров прохожу нормально так. Зачем такое писать? Умники диванные, блин. Вот рюкзак, смотрите какой. Ну и когда вот пишу, что 30-килограммовый рюкзак с собой таскаю, но это вообще жесть, конечно. Таскайте, если есть здоровье, таскайте, хоть 100 километров на себе тащите, это ваши проблемы. У меня здесь примерно 10 килограмм, и он уже чувствуется вес, когда в дальний путь идешь, это все стараюсь как бы брать самый минимум. Вот, ладно, сейчас пью дальше чай и идем. Там уже в Ельнике, думаю, интереснее будет, чем здесь. Ребят, иду так. Где-то лебеди пролетели, услышал. Потом сойка тут туда-сюда прыгает. Свистанул. И даже без подозрения не услышал, как подлетел рябчик. Перелетел, не вижу. Потом увидел, включил камеру, и он оттолкнулся. Короче, чуть-чуть не успел выстрелить. В общем, пропустил первую птицу. Ладно, самое главное, живые все пока летают. Обидно, когда вот под ранком улетает или не попадаешь. Теперь уже можно сказать, что мы дошли. Ну вот, избушка. Получается, эту осень уже 3-й раз я здесь. Один раз пешком, второй раз на лодке, и сейчас на трицикле, и тоже пешком, в принципе. Чолом за рокерка. Ледь узнешотчины. Ну вот. В принципе, все хорошо. Бедро там оставлял. А в остальном все чисто, порядок. Не хватает только тулана. Сегодня без тулана я пришел. Так. Ну вот. Чолом зарокерка. Здесь у меня старый хлеб. Это самбара, который мыши съели. Этот хлеб. Ну все. Самое главное, мы на месте. Чолом зарокерка. Здравствуй, избушка. Все отлично, все как оставляли. Здесь у меня картошка на столе. Там у меня постельное белье, одеяло, там продукты тоже. Сейчас буду топить печку, обживаться. Затопил печку. Сейчас еще за водой схожу. Сразу дым пошел. Ну что, ребят, пока по нулям все. После того, как я вам включался, здесь шел уже такой вот сорный лес, сосны с елками. В одном месте, ну я свистел, шел, и в одном месте вдруг откуда-то тоже звук услышал рябчика. Он вообще в упор был. Не увидел. Взлетел, потом перелетел куда-то, хрен пойми куда. Еще 2 раза его мельком видел. Взлетает, увижу. А вообще тихо себя ведут, вообще не свистят. Ну вот за весь путь сегодня на дороге 2 рябчиков видел. И здесь по, как сказать, по тайге, когда шел, еще 2 рябчиков. Все, больше ничего крупного, ничего тоже не было. Ладно, сейчас я буду заниматься бытовыми делами. Избушка там, за водой схожу. И как же, ну там избушка по мелочи. Все снимать не стану, у меня 2 только карты памяти, чтобы хватило на весь поход. Вот, и потом обязательно схожу к реке, посмотрю уровень воды, так как на другом берегу
Я тоже хочу поохотиться и вброд смогу, нет, там перейти речку. Надо вот этот уровень посмотреть. Еще если время останется сегодня, на удочку хочу попробовать порыбачить на озере. Так что посмотрим, как будет все. Буду снимать, все разгорелось, все хорошо. Дым шпарит. Все отлично, ребят. Самое главное в избушка. А сейчас уже хоть дождь начнется, хоть снег по барабану. Сейчас будем греть избу. Матрас подниму, как всегда, чтобы нагрелось. И разложу там постельное белье. О, как хорошо топится. Между прочим, этот мышеловка не сработала. Ух ты, смотри. Там дырка. Почему так? Надо посмотреть. Почему так у меня? Вроде не было. С угла как-то получилось. Вот, вот тут. Вон она. Ага. Вот. Ну, прям под рукой вот это все. Мох, я имею в виду. Так. Немножко закрою и все. Проблем никаких нету. Вот так и утепляемся. Все здорово. Ну, примерно так. Сейчас быстренько схожу за водой. Уровень воды тот же, не прибавляется. И сейчас уже такое время, что все озера и реки уже должны быть покрыты льдом. У нас до сих пор еще вот такая картина. Ну, здесь и наберем. Вода чистая, тут хорошая, очень-очень вкусная. Вот так. Вот так, это пока хватит. Суп надо сварить. Чайник поставлю, суп сварить и обживаться. В кладовке мышеловка сработала. Тут, короче, такая картина. Мыша тоже едят. Вот так остатки там осталось. Надо по-новому зарядить. Так что немножко мыши есть. Время от времени попадает. Это прошлую поездку одного поймал. И сейчас тоже один попался. Такая вот мышеловка уловистая. Ребят, быстрый обзор. В общем, тут у меня кофта и футболка. Опарыш. Здесь лекарства, навигатор, фонарик. Вот это надо достать, фонарик. Навигатор. Короче, стельки новые. Это, здесь сапоги, спички, патрон. Там, в общем, дальномер. Там, ну, в общем, для... Так. Основное... Ага, взял. Powerbank тоже есть. Большой, тяжелый. Принес заварку. Вот такая заварка. 250 граммовая пачка. Вот влезла вот литровую бутылку. Дальше буханку хлеба взял. Сам пек вчера. Такая телеграмма там выкладывал видео. В общем, одну буханку взял. Сало. Шматок такой. Увесистый. Сыр. И тут грудинка, надо вот эту грудинку сейчас съесть сразу. Ну и сыр там плавленый, 5 штук. Так, дальше что я взял? Пачковый суп. Ну, самое легкое старался брать. Так, здесь заварка тоже разовая. Лекарство. Это дым. И ножик. Все, больше ничего нет. Налегке старался. Это консервы здесь у меня были. Из него буду варить сейчас суп. Вот из этого. Вот. Это оставим пока. Вот такие дела. Продукты минимум принес, потому что у меня здесь у меня картошка есть, макарон есть, рис есть. В общем, все есть. Аккумулятор разрядился. В общем, 3 буханки примерно, еще в амбаре хлеб должно быть, если мыши не съели. Вот, продержимся. Хотя бы пару дней побудем, побродим, чисто ходовая охота будет. И вот самое необходимое взял с собой, лишнее ничего не тащил. И разложил вот так вот, все, пусть греется.
Ладно, сейчас чай попьем. Чай попить, там немножко кофе осталось. В избушку занес чурку. Если что, в кадре будет мелькать. Стоит у меня на лавочке чурка березовая. Это у меня штатив такой. Штатива нету, ничего нету. На чурку положил видеокамеру, чтобы нам снимать. Вот. Ну, хлеб пек в хлебопечи. 2 буханки вчера пекли. Одну дома там съели. Вторую взял. Вот. Очень, вон, смотрите, какая она мягкая. Вон. Видите? Очень хороший хлеб получился. Ну и тут еще у меня так, ветчинное изделие галантин. Короче, такой шматок. Сейчас. Ну, это вместо колбасы. Типа того. Вот. С хлебом съем. Потом суп сварю. Вот такой завтрак. Вкусно. Так, один раз бахну. Мишень. Проверим перед охотой. В общем, оружие. Лучше проверить. Не знаю, попал или нет. Сейчас глянем. Нормально. Ружье пристрелено. 50 метров. Прицеливался вот сюда, под яблочку. В центр попал. Так что ничего не сбилось. Все отлично. Все хорошо. С прошлой рыбалки леску оборвал. Что придется ремонтировать удочку. Самое необходимое у меня тут всегда есть. Это леска. Леска 0,25. Мормышки. Грузила и обычный крючок. В общем, на окуня что-нибудь сделаю, удочку. Попробую на окуня порыбачить. Если плотва попадет, то можно и поставить жерлицы. Короче говоря, идет ремонт удочки. Ремонтирую удочку и по пути, ребят, еще варю суп. Вот так вот. Качковый суп. Самый быстрый, надежный, проверенный. Тут консервы. Мясо цыпленка. Обожаю желе. Вот так. Ложим, не пойми, что там. Но самое главное, вкусно. Вкус есть. Ну, шматок, даже филе, бедро там. Но в остальном там не очень хорошие куски. Обожаю. Короче, скоро и суп будет готово. В лесу особо не посидишь. Если погода позволяет, то все время ты что-то делаешь.
В данный момент я сейчас заготовил дрова. Вот, очень много. Там последние чурки принес. Вот это сушину оттуда перетаскал, которые я весной пилил, вы смотрели, я вам показывал. Немножко расколол, он там заготовил. Очень плохо колется. Там немножко тоже береза. Это пускай будет. В общем, дрова заготовил на сутки, точно хватит. Я имею в виду колотых только. Это уже как понадобится, буду колоть. Вот, сейчас сварил суп. Пока суп варился, там я подготовил удочку, заготовил дрова. Суп готов. Сейчас давайте сходим к реке. Посмотрим уровень воды. Ну и попробуем порыбачить. Ведро возьму, удочку, ружье. Ружье обязательно, пока медведи не спят. Как-то не хочется с ними встречаться. Ой, не хочется. Вот, так что пусть он будет. Да и в лесу води все равно. Может рябчик где-то выскочит там по пути. Ладно, погнали на речку. Ну вот и река. В принципе, все не критично. Уровень с прошлого раза чуть-чуть поднялось. Сейчас покидаю здесь удочку. Вон туда сходим. Там мелководье, может там смогу перейти. Да, вот наша палка. В принципе, нормально. Немножко приподнять. Поклевка была. Не знаю, может елец. Что-то не хочет. О, опять он клюет. Мелкий, наверное. Мелочь. Короче, вот тут попробую перейти речку. Ну, не клюет, ребят, мне уже надоело. Ведро пустое. Речка не дает рыбу. Не просто так взять. Хариуса. Одна поклевка такая. Ну, здесь вроде мелко. Нормально. Кажется, что мелко. Ну, если вода придет-то, сейчас нормально, да, выше колена идет вода. Там яма. Там яма. Хреновое дело. Может там выше еще попробовать. Опа. Да. Прохожу. В общем, здесь нормально. Здесь я пройду. Думаю, даже лучше завтра за речи сходить на охоту. Потому что в любой момент вода может там подняться. И 10 сантиметров это уже край будет. Выше. Там сапоги. Короче, подумаю насчет завтрашнего дня. Сейчас еще там попробую. Не, здесь глубоко. Очень глубоко. Такие дела только там, если там завтра не получится перейти, я ниже на поворот спущусь. Там вроде тоже мелко. Ой, жаль. Камера выключена была. Нет, первого окуня поймал. Хороший. Вот так вот, начало есть. Нежданчик. Сперва такая поклевка была, потом хап, и он попал. Еще поклевочка. Ух ты, есть. Вон он. Красавец. Ой, все опарыши, бля, оставил в рту. В пастина. Угу. Вот ты где.
Есть. Тоже поменьше. Спортивный экземплярчик. Ух ты, щучка, ребят. Ох, щучара, щучара. Все. Резко так унес. Короче, порвал у меня. Вот, блин. Это щука была. Но у меня с собой нету снастей. Надо в избушку сходить. Так, ладно, схожу в избушку, там крючок принесу. О, блин, этот хищник, конечно. Если честно, я даже не почувствовал, чтобы он так дернул. А именно этот, как сказать, поплавок так вниз так резко ушел. Вниз резко ушел и все. Такая слабинка потом. Резкая слабинка. Просто он укусил. Ну, может и небольшая щучка. На этот мормышку попала. Вот еще бы плотву поймать, я жерлицы поставлю. Может попадет. Сейчас сразу одну жерлицу возьму. И уже одна плотва есть, поставлю. Я такой кадр был. Я жерлицы поставил, пока там рыбачил. Подхожу здесь, а сразу не понял. А щука держит плотву в зубах. И, короче, я начал подходить, и он ушел. Здесь вот побуду, здесь он еще подойдет. Он четко держал, прям видел, где-то, ну, сантиметров 40 щука. 40-50. Муть там поднял уже, смотрите, какой-то. Вон там жерлица прям на середине озера. Блин, зацепилась. Еле вытащил крючок. Глянем. Сейчас туда еще одну жерлицу поставлю. Тут, короче, две плотвы еще есть. Ну, сейчас не снимаю. Особо не хочется снимать. Сейчас покажу. Где? Ух ты, вон, смотри. Вон что уже натворил он. Вот, видите? Все в этом. Ну, он крючок хороший, но вот не попал. Да, досталось уже ему. Сейчас поменяю лучше, я его свежую поставим. Может, еще подойдет ночью. Все. Крутят вокруг палки вот хреново. Так, ну этот более бойкий. Сейчас приманит. Туда еще одну поставлю. Гнутая береза. Ну, жесткие жерлицы ставлю. Как бы, чтобы не разматывал. Всяко разное у меня. Ну вот, ребят. Надеюсь, не размотает. Короче, очень глубоко ставить не стану. Возле коряги. И если размотает, он просто зайдет в корягу и все, капец. Ну вот так гнутая береза. Самый удобный вариант. Рыба ходит, плавает. Нормально. Короче, поставил 3 жерлицы. 3 поставушки. Жерлицы, как еще назвать? Еще попробую тут порыбачу. Все, нафиг. Хватит. Много вредно. Зацепилась еще куда-то. Короче, вот. Надеюсь, видите. Такие окушки. Ну и мелкие тоже взял, чтобы сейчас пожарить. Завтра или сегодня. Плотвички вот. Полностью рыбалку не стал снимать, ребят. Ну, просто сотни файлов там уйдет у меня.
И карта памяти заполнится. Немножко поснимал, вот как я пару рыб вытащил. Достаточно. Вот, сейчас я буду чистить рыбу. Может быть еще пожарю. А в дальнейшем буду ужинать, и уже скоро стемнеет. Вот такие дела. Больше, в принципе, и снимать сегодня нечего. Вот. Немножко порыбачил. Немножко это даже хороший улов сегодня у меня получилось. Потому что бывает, рыбачишь и 2 штуки поймаешь, а бывает и пол ведра поймаешь. По-разному. По-разному. Вот. Так что сейчас пока займусь, блядь, прохладно, займусь вот этой чисткой рыбы. Самое не очень интересное это чистка рыбы. И потом уже в избушке там буду греться и отдыхать. Все. Короче, я в основном, ребят, хочу вам поснимать охоту, процесс ходьбы по тайге, поиски глухарей, рябчиков и все остальное, но не рыбалку. Рыбалка это зимой, возможно, больше буду снимать. А сейчас я приехал сюда, пришел, чтобы охотиться. Так что буду больше времени тратить на охоту. Я приземлился. Время 4 часа 20 минут. Вечер. 5 час. Буду ужинать. Короче, такая суп-каша получилась. Потому что мне показалось, как будто добавил картошку, пачковый суп, жидковатый. Думаю, жидкий получится. Потом еще где-то, я не знаю, горсточку такой вот добавил рис. И суп такой получился, знаете, вот рисовый, пачковый. Самое главное, вкусный. Самое то. Вот именно вот рис такой вот густоту немножко вот добавил. Я голоден. Хочется есть. Целый день вот нормально я еще не ел. Вот. Блин, камера вот как будто нехорошо стоит как-то. Не знаю, ребят, меня видите или не видите. Освещение у меня лампа, так как принес на себе один пауэрбанк, но этот пауэрбанк мне должен хватить, чтобы зарядить аккумуляторы для съемки. Вот здесь вот, когда я ужинаю, я вам буду включать ненадолго вот эту лампу. А в остальном у меня второй фонарик есть, ну, маленький свет, который мне вполне достаточно в избушке. Вот. А это освещение просто вот, чтобы так включаться и если там поговорить. Особо говорить, в принципе, что сказать. Жарится рыба. Сегодня наловил нормальное количество рыбы. Это мне на пару дней хватит. Так что, может быть, еще одна рыбалка будет.
На окуня еще, может, пойду. Поставил 3 жерлицы. Щука есть. Одна точно есть. Я видел одну щуку. Ну, примерно вот такой. В воде. Вот, примерно вот такой был. Я не знаю, как показать, чтобы вы видели. Сантиметров 40 примерно. Он держал рыбу. Прям вот так. В пасти у него рыба была. И я, когда подошел, я уже начал, как бы надо включить камеру. Я рыбачил уже, я ничего не снимал вам. Поменял там крючок. Обычный крючок поставил. И вот этот. Просто рыбачил. Плотва попадалась, окунь. И подошел к жерлице, думаю, там еще в другом месте попробую порыбачу. И эта щука вот держит плотву. И потом я начал вот близко уже. Включаю камеру, там быстро-быстро. И такой удар. И я не знаю, поранился он или нет. Короче, дальше вот в ту сторону ушел, где вот еще одну жерлицу поставил. И сработка тоже. Может, одна щука там туда-сюда и гуляет. Посмотрим. Если голодная, проглотит крючок. Если нет, так бесполезно там мучаться. Но желательно сегодня спиннинг был бы, может, и этот щуку я поймал. Ладно. Поймаем. Я не вообще эта рыба, вот я жарю уже рыбу. И если не попадет, это вообще будет кайфово. Попадет, я вам покажу и может пожарю. С прошлой рыбалки у нас рыба еще достаточно есть. Завтра в планах у меня побродить именно по сосновому лесу, по ельнику. В основном по ельнику тоже поброжу. Потом сосновый лес пройду и снова ельник. Посвистим рябчиков, но рябчик вообще тихий. Я к речке шел вот, и один рябчик взлетел, потом перелетел, потом камеру там тоже из кармана там поставил. И у меня рябчик с поля зрения пропало. И, короче, он, видать, успел перескочить на другую ветку, там елка и березы. Ну, нереально там было найти, конечно. И пару шагов я сделал, думаю, поближе подойду и, может, где-то увижу. Он и улетел. Все, больше я его не видел. Потом к речке спустился, там еще свистел. На другом берегу самочка еще откликалась. И все, один раз. Молчит птица, вообще тишина какая-то. Не знаю. Завтра видно будет. Завтра уже по таким местам пройду, что где должна быть птица. Именно вот я сюда приехал убедиться в том, что птица поздней осенью еще будет или нет там. Потому что когда я охотился здесь вот с туланом, вообще крупной птицы не было. И сейчас вот еще гляну, если не будет, так значит наоборот, надо пораньше сюда приезжать. В сентябре. Но в сентябре я не приеду. Чайник закипел, рыба жарится. Я ужинаю, болтаю немножко. Но давайте будем заканчивать сегодня. И встретимся уже завтра. Как и говорил, будет ходовая охота в основном. Вот. А сейчас я буду ужинать. Пить много чая и отдыхать. Ой, успеется еще, 12 часов еще мне надо лежать тут. Потому что где-то в 5 часов, наверное, встану. Примерно. Ну, 4:30 можно встать. Пока чайник закипит, там тыры-пыры, соберемся и газку. Все, давайте, до завтра.